Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире», кандидат исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о башкирских родах, и сегодня у нас какой род? Унлар. Наш первый вопрос – короткая географическая и историческая справка о том, что мы знаем, как появился и где появился этот род. Род Унлар, он уникальный вообще, единственный, в общем-то, в своем роде таковой. Он проживает, в общем-то, представители этого рода проживают на территории в основном Караидельского района Башкортостана, это, в общем-то, север нашей республики, частично в Бураевском, частично там две или одна деревня еще в Балтачском районе. В общем-то, локально такой род, но он интересен тем, что, допустим, если мы возьмем книги наши по этнографии, нашего корифея этнографической науки Раиля Гумеровича Кузеева, в общем-то, он утверждает, что род Унлар, по крайней мере, их этноним идет от гуннов. На самом деле, в общем-то, если мы возьмем, допустим, Приска Панийского, это современник Аттилы, который лично видел Аттилу в Европе, этого знаменитого вождя гуннов. И Приск Панийский утверждает, что самоназванием гуннов было именно Ун. Он и так и называет, их уннами называет. И здесь Унлар, это множественное число, условно говоря, Поскольку я сам историк, я, в общем-то, решил это дело перепроверить. Одно дело утверждает историк, другое дело, сделать собственное исследование. И здесь, в нашей книге, как раз статья у нас, исторические гунны и их потомки, где все это подробно рассматривается, где, в общем-то, я показываю и прихожу к мнению, что, собственно, Раиль Гумерович не ошибался. Хотя он, в общем-то, глубоко не анализировал, он все-таки больше этнограф, я в меньшей степени историк. Но здесь я, проанализировав исторические источники, пришел, в общем-то, к аналогичному мнению, что как раз они и есть потомки, вернее... Они себя таковыми считали. Наверное, так важно сформулировать. Почему? Потому что самоназвание народа не всегда соответствует, условно говоря, генетическому происхождению, да? А самоназвание – это то, чьим культурным наследием они располагали, как они сами себя воспринимали. Нет, как раз здесь наоборот. Уже у них к нашему времени уже стерлась вообще память о каких-то гуннах, тем более. К нашему-то да, но мы же ведем этот род средневековых времен. Средневековых, да. У них же недаром, у них, в общем-то, если пересказывать всю историю, кто такие вообще представители? Это не те гунны, которые пошли в Европу, это не гунны Аттилы, это даже не гунны Баламбера, который довел гуннов до бассейна Дона и который разгромил царство остготов во главе с Германарихом, который находился в Крыму и в Северном Причерноморье. Это не те гунны. Если мы возьмем китайские источники, там описывается, что, в общем-то, гунский народ после того, как рухнула держава гуннов, который находился на территории современной Монголии и Северного Китая, они, в общем-то, стали отступать на запад, и потом в конечном итоге он разделился на несколько частей. Одни, самые сильные оторвались от погони, которая за ними была устроена не китайцами, а предками монголов, так называемыми племенами Сяньби. Таншихуай организовал погоню, и, в общем-то, они оторвались от погони, основная часть ушла сначала в степи Южного Урала, где они смешались с сарматскими племенами по преимуществу, и частично с угорскими, где они, 200 лет набирали силы, и потом совершили свой знаменитый марш в Европу, разгромив последовательно сначала Аланский союз они разгромили, потом, государство остготов в Крыму, и потом уже ворвались в Европу и стали, в общем-то, там самый известный их вождь, этот Аттила. Когда мы говорим о гуннах, я прошу прощения заранее за то, что я, может быть, избиваю историческую, хронологическую какую-то последовательность. А когда мы говорим о гуннах, я всегда вспоминаю как раз венгерского профессора, венгерского археолога, которого зовут Аттила Тюрк, который работает в том числе в Башкортостане и Оренбургской области, то есть на Южном Урале, изучает то, откуда пришли венгры на территории современной Венгрии. Так в его имени и фамилии отражается, наверное, как раз вся эта этнография. Да? Аттила зовут его, как того вождя гуннов, и Тюрк его фамилия, которая отражает, в общем, тоже, как вы понимаете, очень многое. По-моему, Будапешт – это единственный город, где стоит памятник Аттиле. То есть во всем мире это страшный бич Божий, да? То есть синоним... Очень кровавый персонаж, да. Это синоним, так скажем, такого, удара судьбы, недаром бич Божий, то есть что Бог
вот руками гуннов, в общем-то, наказал этот весь утопший в пороках Рим, в общем-то, а здесь, в Будапеште, единственный, по-моему, город, где вот как раз стоит. Но по преданию, это, конечно, неправильно, там, значит, но по преданию, опять по венгерскому, якобы, значит, они, венгерские короли, Арпады, династия Арпадов, якобы ведет свое, значит, происхождение от гуннов. Ну, конечно, это выдумка. Но важно, что они так осознавали себя. Да, это все средневековье, они так себя осознавали. Да. Вот. И что касается вот рода Унлар, они как раз вот потомки не тех гуннов, которые ушли в Европу, не европейских гуннов, а так называемых среднеазиатских гуннов. Это вот как раз часть гуннов, которая не смогла пойти, а так называемые малосильные гунны. Которые как раз ассимилировались здесь с сарматскими племенами и остались здесь. Совершенно верно, совершенно верно. Вот, малосильный гун, не то, что они, у них мало сил было, а потому что малосильные, то есть, значит, безлошадные, которые не смогли уйти, в общем-то, просто не смогли, вот огромно, так сказать, свой табор, видимо, обремененные там женщинами, детьми. Там, и... Может быть, экономически, да, они были там слабее, в общем, поэтому... Да, не смогли оторваться, и они осели в Семиречье, и там вот у них возникло государство. В китайских источниках ее называют Юебань, в общем-то, как-то такое не очень благозвучное название, но современные ученые ее, значит, восстанавливают как государство Чубан. Чу, значит, в районе реки Чу, там, так сказать, 6 этих чуйских, так называемых, племен их называют в истории как раз вот этих гунских, это как раз, вот, по-моему, территория уже Казахстана, да? Там теперь, да. Да, вот. И вот они там находились, ну, потом в силу каких-то вот обстоятельств, там, в общем-то, пошла какая-то междоусобная война, и они решили вернуться на родину. Решили на родину, откуда, значит, несколько столетий назад они ушли. И взяли, собрались и ушли, и пошли в Китай. То есть Китай, значит, это как раз вот долина, так сказать, Ордос, так называемая, это область Ордос, как раз вот где считается родина гуннов. Это сейчас уже как бы территория внутренней Монголии Китая, насколько я понимаю. Вот, это к северу от Хуанхэ, такая, значит, степь. И решили туда вернуться. На свою родину. Вот они вернулись, поступили на службу китайскому императору, из них был создан пограничный корпус, их уже, монголы их называли онгутами. Онгуты. Он, это опять читается название ун, так ведь ун, а гут или ут, это, опять же, суффикс множественного числа монгольского языка. Вот. И онгутами они так и назывались. В общем, онгут это все равно, что унвар, да? Это сначала, да, но они сначала носили вот именно вот, в тот период это название. Потом, когда началось возвышение Чингисхана, предводитель унгутов Алакуш Тигин, Алакуш – это пестрая птица переводит, Тигин – это князь, вот, он вступил в родство с Чингисханом, в общем-то, его сын женился на одной из, по-моему, дочери Чингисхана, вот, стал Гургеном, зятем, вот, и потом за что он, почему такое была честь ему оказана, он, значит, ангуты охраняли вот эти проходы в Великой Китайской стене, значит, у них было как пограничники, они там несли службу, и они Чингисхану открыли, в общем-то, ворота, монгольские войска зашли и разгромили империю Цзинь. Вот. И потом они участвовали в монгольских походах, и основная часть унгутов ушла вместе с монголами опять на запад, понимаете? То есть, смотрите, какие эти миграции туда-сюда. А мы говорили в одной из программ, и, наверное, не лишнее будет это повторить, что, в принципе, Южный Урал – это такой перекресток всех этих дорог, особенно степная часть Южного Урала. Здесь, в общем, действительно проходили огромные народы, целые туда-обратно, и здесь сталкивались иногда. И вот эта часть унгутов оказывается в Башкирии. И вот что самое... В результате похода Чингисхана. Чингисхана, да. То есть какая-то часть уже их вынесла сюда, уже в Восточную Европу опять, и какая-то часть входит в состав башкирского народа. Вот эта часть унгутов. Кстати, они... Скорее всего, да, мы можем предполагать, что так как они были военизированным каким-то часть в обществе, да, это была дружина, да. Которая по каким-то причинам откололась от войска Чингисхана, которая при этом имела достаточные силы, чтобы здесь установить какую-то власть над местным населением. И вот они дали, судя по всему, название как раз той части вот местного населения, которую они сумели контролировать. Да, в волостной структуре, которая, значит, возникла. Ну, сначала ведь что самое интересное, они до 17 века продолжали называть унгутами. Вот я русский этот источник нашел, значит, периода башкирского восстания 1662-64 годов. Там и так и пишется. Вот, значит, там Бугай-царевич это Чингизид один, значит, который, Кучумович, которые всегда провозглашались
ханами башкир. И вот он, значит, пишет, что вот стоит дед-царевич Бугай-Салтан у озера Ириташа. Ириташ – это сейчас озеро Иртяш в Челябинской области. За Исетью в степи, а с ним, где стоят изменники-башкирцы, цингранцы, бушкурты, унгуты, терсяки, айлы. То есть они еще в 17 веке унгутами назывались. Унгутами. По крайней мере, это нам так доносит один из источников. То есть вот этот как бы документ, он становится ключевой вот в этой связке, значит, в этом уравнении, что унлары – это и есть унгуты. Потом, видимо, со временем они решили, ну а почему вот мы, так сказать, вот такое монгольское название носим, то есть монгольский суффикс, они просто перевели его на тюркский язык и стали не унгутами. Ну, может быть, да, со временем это и стали унларцами. И вот сейчас мы уже на период 18 века имели вот как раз унларскую волость. А давайте немножко исторической географии. Да? Это север Башкортостана. Это север Башкортостана. То есть это не чистые степи, по которым привыкли когда-то те еще унгуты ходить. Да. Как вы думаете, во-первых, чем занималось местное население до того, как туда пришли унгуты, да? И чем, соответственно, унгуты современный, вот этот род унлар, экономически занимался вот уже на протяжении средних веков и уже в новом времени? Ну, знаете, как сказать, то, что какое-то местное население до унгутов было, мы ничего не можем сказать, мы просто не знаем. В общем-то, там, естественно, какие-то археологические памятники там находятся, там времен, наверное, там какой-нибудь бахмутинского культуры, ну, очень древние, там и непонятные, в общем, что. Ну, понятно, что это тоже скотоводство? Нет, у самих унгутов. Нет, да. Нет, если вот эту бахмутинскую культуру взять, нет, это оседлые люди. Это оседлые, это даже не финно-угры, это, скорее всего, финно-пермское население, значит, бахмутинская культура, это, значит, что-то ближе к пермякам и удмуртам. Вот. Потому что мы понимаем, да, что есть... Это просто такое общее название финно-угры, очень общее. Да, потому что есть финны конкретные, причем финны еще сами разделяются там. Есть поволжские финны, есть, значит, пермские финны и так далее. Вот. Это какое-то финское население, скорее всего, жило. Потом, значит, пришли тюрки. Вот. Потом в какой-то момент истории, значит, там обосновались вот как раз унларцы или унгуты. Я вот как раз пытаюсь понять, что унгутов там заинтересовало. Там какие-то пастбища я не знаю. Или наоборот, их привлекло вот этот образ жизни, и они его переняли потом. Понимаете, тут вот я думаю, что вот как раз магнитом это было вот как раз вот башкирской политии, так называемой, да. Вот, это вот и в прошлой передаче, в одной из передач мы говорили, что вот была сначала иерархическая власть, вертикаль власти, потом она почему-то демонтируется, и возникает вот эта система горизонтально интегрированных башкирских родов, где каждый род, в общем-то, имеет свою волостную территорию. В общем, вот такая демократия, понимаете, да? Вот, где каждый род, даже там маленький какой-то род, там, пускай он там даже из низких... Федеративное устройство. Да, абсолютно верно. Вот. Даже самый маленький род, там, может, состоящий всего там из нескольких деревень, там, он имеет такое же, значит, право голоса, то есть он нисколько, по крайней мере, в юридическом измерении он не считается хуже там, какого-то огромного большого рода. Я думаю, вот это привлекало многие рода, что вот здесь вот такая система сложилась. Потом, чем они занимались, ну, понятно, вот там, если вы были в тех краях, да, там, конечно, леса, там нет, конечно, вот такого классического вот такого животноводства, да, то есть, вернее, кочевого животноводства, там, которое мы там видим, допустим, в Казахстане, да, где там степи, там степь да степь кругом, да, и там кочую, не хочу. Здесь, конечно, нет. Здесь было такое отгонное животноводство. То есть, поскольку сколько у нас в году зима, это большая часть ведь года все равно. Да, вот, тем более север. Тем более север, да. То есть, большую часть года, естественно, они где-то стационарно жили в деревнях. Вот, на лето, естественно, они там куда-то вот выезжали, у каждого там какие-то вот на выпуск скота. То есть, и вот... Что нужно отметить вот о периоде существования рода унлар вот в новое время и вплоть до 20 века? Ну, что сказать. Род унлар, он такой особый, конечно. Но я бы хотел бы, вот, знаете, все-таки они потомки гуннов. Вот это, я думаю, ценно вот это. Вот это ценно. Значит, проверяли их на генетику. У них оказалась все-таки иранская гаплогруппа, иранские, значит, R1A, как у большей части, кстати, башкирского народа. Ну, вот как раз вот результат вот этих огромных, вот таких мощных этнокультурных взаимодействий, которые происходили на протяжении там столетий и даже тысячелетий, да. Вот.
Вот, естественно, там... А, кстати, мы ведь даже и не знаем, а вот почему мне вот один генетик говорит, ну как же, какие они гунны, если вот, значит, у них вот такая иранская гаплогруппа, и, значит, у них ведь должно монгольское, почему-то все убеждены, что гунны были там монголами, да, а ведь это не так. Гунские курганы раскапывают вот в долине Хуанхэ, и, значит, палеогенетические анализы берут. И там у них там полный там этот, так скажем, разнообразие. Там и родина есть там. Дело в том, что вот современный один археолог, Ботолов, вот сейчас у нас в Челябинске хороший археолог, вот он и утверждает, что, собственно, гунны ведь они формировались на основе скифов. То есть все-таки у них была вот эта скифская генетическая, да. Вот эта подкладка. Поэтому тут еще надо изучать и изучать. Просто мы ни разу не затрагивали этот вопрос в наших программах, а вот спрошу, тем не менее, есть ли языковые отличия у разных родов? Есть ли какие-то языковые особенности в языке у представителей разных родов? Ну, естественно, есть. Вот наши языковеды же утверждают, что, по крайней мере, в башкирском языке он, по крайней мере, состоит из 3 диалектов. Северо-западный диалект, потом, значит, средний диалект, демский диалект и юго-восточный. Унвар относится к северо-западному, к первому? Он относится, вот понимаете, там как? Я предполагаю, что они вот в XVIII веке говорили, как и юго-восточные башкиры. Но ввиду того, что у них вот в 20-е годы было введено, значит, обучение на татарском языке, они все время на татарском обучались, просто их диалект, он, в общем-то, нивелировался, и сейчас они вообще непонятно, как говорят, понимаете? Сейчас вроде опять башкирский язык там ввели обучение, да, вроде как-то там возвратное движение пошло, ну, то есть, понимаете, вот ситуация... Вот язык вообще очень подвижен, это правда, волнообразная вещь такая. На все такие изменения. Вы знаете, я хотел сказать о гуннах, все-таки гунны, они такая, это мистическая такая субстанция вот в мировой истории, да, вот, допустим, Валерий Борисов писал: «Где вы, грядущие гунны, что тучи нависли над миром? Слышу ваш топот чугунный по еще не открытым помирам. На нас ордой опьяненный рухните с темных становий, оживить одряхлевшее тело волной пылающей крови». То есть это... Гунны воспринимались как обновители, то есть как разрушители, одновременно, значит, обновители мира, да? Ну, гунны, конечно, стали в некотором символом крушения вот этого древнего, то, что мы называем древним миром. Но в то же время и в то же время обновители, понимаете, потому что после них пришел средневековый варварский мир, а варварский мир — это мир варваров, средневековых германских и других варваров. Это вот просто как бы звучит очень так, варвар, что так как уничижительно. На самом деле это просто другая стадия истории, и средневековье, оно ничем не хуже античности. Подробнее о роде Унвар можно прочитать в книге, в серии «История башкирских родов». А, кстати, где можно эти книги найти? Я думаю, найти у нас в организации «Оно Шежере». Есть сайт, да? Да, есть сайт. Как он называется? Сайт называется башкирика.ру. Башкирика.ру. Последняя буква «Си». Очень хорошо сделанный сайт, рекомендую. А я напомню, что у микрофона были Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере», кандидат исторических наук. До свидания. До свидания.